Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные турецкие гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, огромное спасибо за ваши добрые слова в комментариях, за ваши лайки и за ваши донаты. Каждый день прошу за вас высшие силы и дай вам Бог всего самого наилучшего. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Что ждет вас дальше по судьбе и на вашем жизненном пути? Пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, о своих планах, о своих мечтах. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Что ждет меня дальше по судьбе? Что же случится на моем жизненном пути? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Итак, давайте же посмотрим, что ждет вас дальше по судьбе. Что ждет всех моих зрителей, всех тех, кто зашел на этот канал и открыл именно это видео. Давайте же посмотрим, что вас, мои дорогие, ждет. Так, интересно. Ну, да, слушайте, это гадание, конечно же, общее, и много людей будет его смотреть, но буду говорить как есть, да. Во-первых, я вижу ребенка. Вот прям центр всей композиции — это большое сердце, семья, любовь, два партнера и ребенок. Ребенок, понимаете, это прекрасно. Это может быть в прямом смысле слова рождения ребенка, так и может быть и момент чего-то нового, рождения нового дела, нового бизнеса, нового начинания, когда два человека создают что-то вдвоем. Дом построите вместе, да, что-то вместе делаете. Не буду говорить, там животное вместе заведете, это так понятно, да, и оно сюда не относится. Но тем не менее, вдвоем вместе. Это просто, на мой взгляд, самое лучшее, что можно увидеть на песке. Следующий момент. Мужчина, который рядом с вами, мужчина-слон. Понимаете, вот он слон, причем хобот он поднял вверх. И этим хоботом он держит кровлю вашего дома. То есть мужчина, вот в прямом смысле слова, надежный, защитник, такой, знаете, семьянин, дисциплинированный, спокойный. Вот прям мужчина, да, вот патриархальный мужчина даже может быть. Человек, который вот четко понимает роль мужчины в семье, такой традиционный, и эту роль он осуществляет. Это просто прекрасно, надежный человек. Знаете, когда на мужчину выходит слон, это, я не знаю, на мой взгляд, вообще самое прекрасное. Прекрасный характер, спокойный характер. Конечно же, нельзя с такого человека веревки видеть, потому что он может тоже, знаете, как слоны, они и агрессивными могут быть, если их довести. И плюс у слона память хорошая, он не забывает обид. Вот. Но если в целом взять это животное, да, вот как тотем, как суть, смысл, то очень хороший знак, особенно на мужчину. Я за таких мужчин, которые как слоники у меня выходят. Особенно этот слоник, он, понимаете, он хобот вверх поднял, он держит кровлю, понимаете, это просто прекрасно, замечательно. Лучше и не придумаешь. Вот такой момент. Вы же, мои дорогие девочки, женщина, кто смотрит это гадание, вы у меня очень милы, очень женственны. И как будто бы у вас вообще два начала есть. Одно начало такая, знаете, дамочка такая, немножечко авантюристка, а другое это очень нежная, женственная и такая, знаете, милашечка, добряшечка, такой, знаете, ангелочек. Это вы. То есть вы умело балансируете в себе эти два качества, два умения, как будто бы две женщины живут сразу у вас. Это замечательно, это не остается незамеченным. И тем самым вы подогреваете к себе интерес людей, которые вокруг вас. И я вам сразу скажу, что помимо мужчины, который будет с вами, будет еще
человек, который будет, ну, скажем так, к вам пробиваться. Пробиваться как может, как умеет. Смотрите, мужчина, который станет вашим любимым, да, либо вы уже с ним в отношениях, в паре, в браке, либо вы такого человека встретите. Этот человек, он надежный, стабильный, немножечко молчаливый, немножечко такой, знаете, себе, ну, такое, знаете, море спокойствия, назовем его так. А человек, который будет вас добиваться, он другой. Он романтичный, он яркий, он такой, знаете, ну, герой-любовник, назовем его так, соблазнитель, умеет красиво говорить и умеет красиво ухаживать. И вы, мои дорогие девочки, столкнетесь с выбором, что мне делать. Рушить стабильные отношения ради каких-то, ну, очень ярких романтичных моментов, либо ну, отказаться, да, от этой романтики в пользу стабильности. Вот столкнетесь вы с таким вопросом, и вот честно, многие ну, голову себе сломают над этим вопросом. Что я хочу вот вам сказать по итогу. Я вижу, что вы, мои девочки, примете решение. Вот он, крест, видите, крест стоит, и здесь меч. Меч, который отсекает. Вы действительно сможете отсечь то, что вам не нужно, и выбрать то, что для вас хорошо. Что для вас хорошо? Я не вправе вам указывать, и песок говорит другое. Песок говорит так, что для кого-то будет хорошо стабильность, кто-то останется в стабильных отношениях, а кто-то пойдет по зову сердцу, мои дорогие. Осуждать ни тех, ни других я не берусь. И даже песок тоже говорит, что если вы выбираете сердцем, это ваша судьба, это ваш выбор и это ваше счастье. Есть такие девочки, женщины, которые действительно не могут переносить вот это болото, хоть оно и стабильное, но оно болото затягивает. Хочется ярких эмоций, хочется счастья, хочется драйва. Вот такой момент у вас переломный в судьбе произойдет. Но в любом случае, я вижу, что каждая девочка, каждая женщина, кто смотрит это гадание, почувствует себя принцессой, королевой красоты. Понимаете, за вами будут ухаживать очень-очень красиво. Вас будут соблазнять, а вы уже будете выбирать. Знаете, вот это чувство, когда вами восхищаются, оно ведь очень такое, знаете, манка, допинг такой, хочется. Вот, почувствуйте вы это. Но вижу кто-то, вот кто стабильный, кто практичный, он выберет мужа, да, того, кто рядом. Ну а кто, вот, знаете, по зову сердца пойдет за яркими эмоциями, мои милые, там вас тоже ждет счастье. Да, конечно, будут такие отношения, знаете, немножечко как качели, там, маятник, как это называется, да, то густо, то пусто, но тем не менее, вы будете чувствовать, что вы не в болоте застряли по самую макушку, а то, что вы живете здесь и сейчас. Вот эти моменты для вас, мои девочки, ну вы немножечко авантюристки, да, для вас вот прям это ощущение жизни очень важно, и это замечательно. Знаете, вот что мне больше всего нравится? Вот если посмотреть на весь этот рисунок, то здесь в центре, да, венец этого рисунка — это женщина. Видите, женщина, которая вот просто лежит она в горизонте, да, вот даже в дугу такую выгнулась, да, она смотрит на звезды и на свою жизнь, но она не смотрит на нее сверху вниз, да, не сожалеет о своей жизни, а наоборот, она смотрит в будущее и она мечтает о счастье. Знаете, вы будете довольны. Вот как бы ни сложилась ваша жизнь, ваша судьба, с каким бы человеком вы ни остались, вы будете довольны своим счастьем, вы будете мечтать и вы будете строить планы на будущее. То есть вас не потушить, вот этот огонек ваш, счастья, любви, его не потушить. То есть будете вы у меня счастливые. Для меня это самое главное. Кого вы выберете, не важно. Для меня важно то, что я вижу, что у вас очаг есть. Очаг, и у вас есть чаша любви, и у вас есть надежный тыл, и у вас есть продолжение. Для меня это самые главные вещи. И если это есть, значит и счастье у вас есть. Значит, вы довольная, прекрасная, красивая, мечтает о будущем. Замечательно, замечательно. То, что вы одна не остаетесь, это 100%. Либо этот мужчина сделает вас счастливой. Выбирайте сами, выбирайте своей головушкой, своим сердцем. Ну, кто как привык, понимаете? Все мы разные, у каждого свои, скажем так, как это правильно сказать, да? У каждого свои предпочтения, да? Выбирайте то, что вам по сердцу, то, что вам дорого. То, что мужчины замечательные,
Каждый по-своему хорош, это хорошо. Что я хочу вам сказать? Как бы ни сложилась ваша жизнь и судьба, вот она вы с сердцем в руках. Всегда вы будете понимать и знать, что у меня есть любовь. Потому что вы это сердце держите своими собственными руками. Поэтому, мои дорогие, ничего не бойтесь, ни о чем не думайте. Кто одинок, кто сейчас говорит, блин, но у меня ни котенка, ни ребенка, а тут мне такие сразу предсказания на 2 мужчин. Поверьте, так и будет. Не случайно вы попали на мой канал, YouTube огромный, а вы попали именно на этот канал, да еще и на это гадание, значит, вам от судьбы идет именно эта весточка. И именно это вы должны увидеть, и именно это вы должны для себя усвоить. Это подсказочка вам на будущее и на ваше счастье. Мечты ваши исполнятся, как хотите. Хотите верьте, хотите не верьте, это все ваше будущее. Будущее, которое невозможно ни отменить, не переиграть. Все будет зависеть от вас, от того выбора, который вы делаете сами, самостоятельно, исходя из ваших вот желаний, предпочтений. Мне очень нравится. Вот я даже вот смотрю, просматриваю, что еще можно тут прям вам, может быть, интересненько рассказать. Но все про любовь, все про счастье и все про новую жизнь. Про новые, счастливые, добрые, хорошие отношения. И про то, что у вас в жизни все есть. Что хотели, что мечтали, к чему стремились. Я просто вижу тут какие-то девочки почему-то вот, не знаю, знаете, вот какой-то идет такое. Вот у мамы моей было все плохо, и типа и у меня будет все плохо. Ничего подобного, ничего у вас плохо не будет. У вас будет все просто прекрасно. Ну а если вы уж сами закроетесь от всего мира и скажете, ну что, я хочу как мама, то сами себе можете вот этот крестик, да, в жизнь и впустить. На самом деле это прошлое, которое уходит. Да, я вижу, у кого-то было прям тяжело, у кого-то и сейчас тяжело. Но поверьте, сейчас это уже у нас как прошлое проходит, да? Потому что сейчас это мгновение и все, это прошлое. Вот этот крест, он у вас в прошлое и уходит. Одиночество. Здесь вот одинокий худой человек, вот кто смотрит мои гадания, знает, что у меня чем человек, скажем так, полнее, толще, да, тем он здоровее и счастливее. А худые люди, худые образы, они все такие, знаете, ой, несостоятельные, слабенькие и болезненные. Вот у вас худой человек уходит в прошлое. И вот крест, он даже такой тоже тоненький. Все это уходит в прошлое, ничего плохого уже не будет. Так что, мои дорогие, встречайте свое счастье и знайте, что вам по судьбе это быть счастливой. И на вашем жизненном пути сразу 2 мужчины. 2. Выбирайте по уму, выбирайте по сердцу. Кто как привык жить. Знаю, что все равно счастливой будете, какого бы мужчину не выбрали, какую бы жизнь себе не выбрали, вы будете счастливая. На песочек на этот зашли, все, это ваше предсказание. Так что, мои дорогие, счастье, и поскорее пусть все исполнится. На этом все, гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.